После 20 часов вечера обстановка у здания МВД вновь стала накаляться. Поток людей, прибывших к месту штурма, стал резко возрастать. Они были крайне возбуждены. Периодически звучали агрессивные выкрики. Шум и гул, производимые толпой, волнообразно то нарастали, то сходили на нет. Местами случались потасовки. На месте дежурили машины скорой помощи, которые периодически увозили людей. Многим в толпе становилось плохо от давки и жары. В итоге 12 сотрудников МВД попали в больницу. Все это время в здание пыталась прорваться толпа, отдельные представители, которые колотили во входную дверь. Кто-то пытался проникнуть на карниз здания. Держать обстановку под контролем пытались с помощью призывов и обращений к толпе. Попытки лидеров оппозиции утихомирить участников акции не имели должного эффекта. Ситуация угрожающе выходила из-под контроля. Непосредственно митингующих у здания МВД было не так много, примерно около 50 человек. Количество людей существенно увеличивалось за счет зевак и сотрудников силовых ведомств. Примерно около 22 часов в толпе объявили о том, что ожидается ответ от президента с решением, принятым по поводу отставки министра внутренних дел. После некоторого времени к зданию МВД пришли вице-президент Виталий Габния, глава администрации президента Беслан Барцис, первый вице-премьер Шамиль Адзанба, некоторые министры правительства. С решением президента митингующих ознакомил Виталий Габния. Мне поручено зачитать президента Республики Абхазия об отстранении министра внутренних дел Республики Абхазия от исполнения обязанностей. Отстранить министра внутренних дел Республики Абхазия Дядьба Леонида Юрьевича от исполнения обязанностей на время проведения прокурорской проверки. Исполнение обязанностей министра внутренних дел отложить на первого. Министр МВД Леонид Юрьевич Дядьба попросил от своей отставки. Даже после оглашения решения президента об отстранении от должности министра внутренних дел Леонида Дзябжба толпа еще некоторое время не расходилась. Площадь перед МВД стала пустеть только после многократных уговоров ее лидеров разойтись по домам. Все, кто испытывал желание протестовать и дальше, были приглашены в офис партии Амцахара для дальнейшего общения.